Вы смотрите программу «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Подтопленные участки села Санехта Халёкминского района освободились от воды. Об обстановке на сегодня. Передвижные медицинские комплексы поступят в 5 районов Якутии. Также в больницах появится новая техника. Расскажем, где именно. Субботник в Хандыге, инклюзивный конкурс Меги на Кангалахском районе, НПК в Верхневилюйске, первый в республике конкурс младших воспитателей в Горном. Расскажем новости из районов Якутии. Подтопленные участки села Саняхта Халёкминского района освободились от воды. Уровень воды снизился ниже критической отметки. По данным на утро 15 мая в селе Саняхта уровень составил 1092 сантиметра, при критическом 1340 сантиметров. Со вчерашнего дня вода упала на 261 сантиметр. Был затор в Хангалахском Лусе, его прорвало и вода начала снижаться. По данным Министерства по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности населения, сообщили о 23 подтопленных участках. Вода отошла от всех дворов, угрозы нет. В период ледохода перевозки через Лену будут выполнять аэроботы. Перевозчики готовы задействовать 7 единиц техники. Перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом будут выполняться аэророботами типа «Тайфун». В Якутии на реке Лени продолжается активная фаза ледохода. В настоящее время ледовые массы проходят по территории Алёкминского и Хангалахского районов. По данным мониторинга, продвижение основного фронта ледохода к городу Якутску ожидается в эти выходные 16-18 мая. По информации перевозчиков, в период активного ледохода они вынуждены повысить стоимость билетов. Рост цены связан с кратным увеличением расхода топлива. Официальное открытие навигации в районе Якутска распоряжением Росмочречфлота определено на 25 мая. Однако из-за раннего ледохода движение на главной переправе Якутск-Нижний Бестях планируют запустить уже в период с 22 по 25 мая. В настоящее время идут активные работы по благоустройству причальных сооружений, звездных путей и накопительных площадок. Специалисты завершают подготовку флота к сдаче технической готовности. Для повышения пропускной способности и сокращения времени ожидания увеличено количество полос на накопителях. Со стороны Якутска добавлено 2 полосы, со стороны Нижнего Бестяха – 3. 2 пожара на территориях Ленского лесного фонда действуют в Якутии. Один лесной пожар действует на площади 12 гектаров на территории Усть-Алданского района. Локализован. Ведутся работы по его тушению. Второй пожар ландшафтный и обнаружен в Верхоянском районе на площади 6 гектаров. Для его тушения привлечено 23 человека и 4 единицы техники. С начала пожароопасного сезона ликвидировано 13 возгораний на общей площади 90 гектаров. За нарушение правил безопасности в лесах виновникам грозит привлечение к административной ответственности. Так уже был составлен 41 протокол. Основной причиной пожаров является человеческий фактор. Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 8 лесных пожаров и 8 ландшафтных. Уважаемые граждане, в случае обнаружения природного пожара просим незамедлительно сообщать информацию в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам 44 74 76, либо на единый номер лесной охраны по телефону 8 800 194 00. Передвижные медицинские комплексы поступят в 5 районов Якутии. Они позволяют проводить профосмотры и диспансеризацию детей в отдаленных селах. В Вилюйский район Якутии поступит передвижной медкомплекс. Также новая техника появится в Нюрбинской, Нерюнгринской, Намской и Ленской больницах. Всего в этом году на закупку 5 передвижных комплексов выделено более 42 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджетов. Передвижные мобильные комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в республике. В Усть-Алданском Лусе население села Кылаи попробовали свежий хлеб новой пекарни. После закрытия старой, которая проработала более 13 лет, кылайцы весь 25-й год жили без хлеба. Они решили данную проблему сообща. Сбором средств на необходимое оборудование для пекарни. Было собрано 416 тысяч рублей. Также с бюджета района выделено 300 тысяч рублей. Сегодня состоялось открытие новой пекарни, на котором испекли 81 хлеб. Вес хлеба составляет более 900 грамм, чем потребители остались довольны. И на сумму 716 тысяч было закуплено и доставлено новое оборудование для пекарни.
И вот сегодня, 14 мая, мы, земляки, то есть население Тюлявского наслега уже попробовало свежий хлеб, пекарня возобновила работу. Благодарим всех земляков за поддержку, за финансовую помощь. На территории Тампонской ДЮСШ прошел уже 4-й субботник. Коллектив продолжает работу по благоустройству и подготовке территорий к летнему сезону. В этот раз участники занимались уборкой мусора, сухой травы и прошлогодних листьев, а также вырубкой кустарников. Ранее в ходе субботников был полностью очищен стадион. Совместными усилиями территория спортивной школы становится чище и уютнее. В апреле месяце мы еженедельно проводим субботники, что сплачивает коллектив. И наш коллектив стремится к чистоте. В Амге состоялся круглый стол «Успехи и перспективы. Диалог с одаренной молодежью». В торжественной обстановке чествовали победителей и призеров всероссийских олимпиад, научно-практических конференций, а также педагогов и наставников, которые поддерживали и помогали ребятам достичь успеха. В текущем учебном году амгинские школьники стали победителями и призерами всевозможных научно-практических конференций, международных конкурсов, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и Северо-Восточной олимпиады школьников. Успехи ребят доказывают, что Амгинский район богат талантливой и одаренной молодежью, готовой вносить свой вклад в развитие родного Улуса и достойно представлять его на республиканском и всероссийском уровнях. Такие мероприятия способствуют повышению мотивации учащихся, будет способствовать дальнейшему их профессиональному выбору в будущем и знак благодарности учителям-наставникам, которые готовят детей не только за один учебный год, но и за все эти годы учебы наших учащихся. В этом году отмечается 95-летие писателя, поэта, учителя Петра Адарусова. Одним из мероприятий, посвященных его творчеству, стала научно-практическая конференция. Проводили ее для воспитанников детского сада и учеников начальных классов. Дети прекрасно излагали свои мысли и грамотно отвечали на вопросы судей. Во многих работах было изучение отдельных стихотворений поэта. Также внимание акцентировали на его произведениях, ставших песнями. Этот проект Верхневильнюсская детская библиотека начала 10 лет назад и в течение этой недели продолжит организовывать конкурсы, к примеру, по выразительному чтению и другие. Очень хорошо рассказали о жизни, о творчестве Петра Поликарповича Адарусова. Нужно отметить, что проведение НПК во многом состоялось благодаря работе воспитателей и родителей, которые подготовили этих, можно сказать, замечательных детей. А в Горном Улусе прошел первый в истории республики профессиональный конкурс «Младший воспитатель года». Состязание, посвященное году дошкольного образования в России, собрало 11 талантливых педагогов со всего Улуса. Конкурс прошел в 5 напряженных этапов, организован с целью совершенствования работы по обмену опытом среди младшего персонала дошкольных образовательных учреждений, повышения престижа профессии и выявления лучших специалистов. Участницы демонстрировали высокий профессионализм и творческий подход к работе. В целях повышения уровня профессионального мастерства и творческого подхода младших воспитателей к своей работе в Горном Улусе мы первый раз проводим улусный конкурс младших воспитателей в рамках года дошкольного образования. А специалисты Мегино-Кангалавского центра социальной защиты населения впервые провели инклюзивный конкурс талантов «Орлы». Конкурс прошел в культурном центре поселка Нижний Бестях. Мероприятие объединило 120 талантливых детей со всего района, подарив юным дарованиям возможность проявить себя и зарядиться вдохновением. Участники состязались в 7 различных номинациях, среди которых были декоративно-прикладное, изобразительное и вокальное искусство, а также хореография. Идея мероприятия «Талант не знает границ». Яркие выступления, искренние эмоции и поддержка зрителей создали особую атмосферу праздника и творчества. По итогам конкурса участники получили дипломы и памятные подарки. Автором этого конкурса является Варвара Коммунаровна Бурнашова, Аграфена Егоровна Белолюбская. В конкурсе все участники и руководители являются первыми ласточками нашего конкурса. И мы
Хотим, чтобы наш конкурс раскрылся еще показал талантливых наших детей с ограниченными возможностями здоровья. И мы от имени организаторов благодарим всех участников и руководителей за участие в нашем первом инклюзивном конкурсе «Орлы». Сегодня журналистское сообщество республики чествует аксакала якутской прессы Николая Александровича Крылова, который отмечает свое 80-летие. Журналистскую деятельность он начал в 1965 году фотокорреспондентом в газете «Октябрь Суала» родного Вилюйского района. 17 лет, не расставаясь со своим любимым фотоаппаратом «Смена», так начал делать первые сюжеты. Позже его пригласили работать в НВК корреспондентом по западным улусам, где его работы выходили в местных новостях. Основной профиль его работы – все, что связано с промышленностью региона. Именно с его помощью освещается тяжелая и опасная работа газовиков, нефтяников, шахтеров. Друзья Николая Александровича авторитетно заявляют, что его можно полноправно назвать патриотом своей родины. Его патриотизм очень деятельный. Вот он в своих статьях, в своих как общественный деятель, как он действием показывает, что такое патриотизм. И третье, он очень талантливый человек сам по своей природе. У него очень много разных интересов, таких, очень широко мыслящий человек. Сегодня, в Международный день семьи, супружеская пара Лаврентьевых отметила золотую свадьбу. Ровно 50 лет назад, в этот знаменательный день, Анатолий и Валентина скрепили свою любовь браком. Сегодня у них 2 сыновей и 6 внуков. Валентина Прокопьевна посвятила свою жизнь образовательной сфере и продолжает работать. Анатолий Иннокентьевич служил полковником МВД, а после выхода на пенсию воспитывает младших внуков. За заслуги в воспитании детей, сохранении и укреплении семейных ценностей и традиций юбиляров наградили знаком «Отличие семейная доблесть», которую утвердил глава республики Айсен Николаев. Мы познакомились, когда студентами были. Он жил в 12-м корпусе, я в 14-м корпусе. И тогда там постоянно танцы организовывали. Прямо в фойе, 1-го этажа. Или в 14-м корпусе бегали, или 12-й. Мы там и познакомились. Она, хотя после учебы была в Усянском улусе преподавателем, работала. Но все-таки перетянул. 1979 года живем здесь, в городе Якутске. Время пролетает быстро вообще. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.